Существует много городов, о которых мы мало что знаем. Например, город Ульм, где родился великий ученый Альберт Эйнштейн. В городе Нью-Йорк вырос великий спортсмен Майкл Джордан. А город Дублин – родина королевы красоты Розанны Дэвисон. А это новогодний Джарайт-Сити. И мало кто знает, что тут проживают 44 256 великих спортсменов, 63 240 королев красоты и, наконец, 58 292 величайших ученых. Хоть этот город и не самый лучший в мире, но каждый его житель, несмотря ни на что, скажет «Джарайт». Добро пожаловать в Джарайт-Сити. Жители Джарайт-Сити очень трепетно относятся к новогодним традициям. Они убеждены в том, что в Новый год нужно входить без долгов. И поэтому, чтобы раздать все долги, они берут кредит в банке. И еще они убеждены в том, что на новогоднем столе должен быть салат оливье. И если в магазинах нет зеленого горошка, то на столе будет оливье с кукурузой и горошком, без кукурузы и без горошка. Добро пожаловать в новогодний Джарайт-Сити. Вот какие у человека могут быть проблемы, да? Что прийти 1 января к психологу. Давайте, рассказывайте, что у вас там случилось? Доктор, вы меня простите, но вы меня и поймите. Дело в том, что у нас в последнее время очень натянутые отношения с девушкой. И буквально вчера она решила от меня уйти. Доктор, вы слушаете вообще меня? Да, вот почему она от вас ушла? Я не знаю, она сказала, что я ее не слушаю. Не слушаю? Тогда вам к лору надо. А чё сразу к лору? Может, я еще не дееспособен? Человек не слышит, помощь нужна. Да что вы такое устроили? Вы понимаете, я буквально вчера чуть ли не лишился любви всей своей жизни, а вы здесь приходите, друг на друга перекладываете. Что это вообще дело такое? Я тебя вообще не понял. Тебе надо к логопеду. Чего сразу к логопеду? Ну хорошо, давай начнем с простых скороговорок. Шла Саша. Да какие скороговорки? Вы травму мне психологическую хотите нанести? Психологическую травму? Это к тебе? Ты что, не ушел еще? Что это? Рецепт. Минералка Чалап? А как это мне поможет? Это не тебе, это нам. Так сказать, ты вначале нам поможешь, потом мы тебе поможем. Хорошо? Давай, быстрее, время зря терять не будем. Я шлюфу. Поддерживай. Кычырайт. Assalomu alaykum, брат. Салам. Чо, кандай экен? Сомдук экен, кактамчы кычырапы. Жаңы албадымбы? Базар жок, брат. Брат, колуң алып коесуңбу, Бербейсиң, брат, бир жыл айдап берелик. Айдап берген. Көрүндүк, давай. Жетеби? Ох ты. Автомат. Ну, как вам тест-драйв? Знаешь, машина не очень. Лучше покажи мне вон ту. Понимаете, это новая модель, она будет стоить чуть-чуть дороже.
Деньги не проблема. Главное, тест-драйв сделать можно? Ну, конечно, можно. Пойдемте покажу. Паразит, истребляющий нервные клетки. Муж? О, муж, да? Здравствуйте. Здрасте. Ай, бутылки не принимаем. Мы не за бутылками. Wi-Fi тоже нету. Но мы не за Wi-Fi вообще. Ай, Каздар! Вход в ночной клуб с другой стороны библиотеки Ханчайтам. Но мы не в клуб. А как? Мы за книгами. Очень смешно. Че, передача розыгрыш, да? Где скрытая камера? Где? Коглачай. Извините, конечно, но мы за книгами. Серьезно? Ну да. Ой, ушулгунда келди Худай. Девочки, вы бы хотя бы предупредили бы, я бы платье свое одела бы единственное. Жана брошкам бар болчу сумочках. Духинда. Ладно, этот... А какая книга? Пауло Коэльо, «Пятая гора». Ой, шикарный выбор, Казумай, шикарный. Сейчас. Вот она. Спасибо, спасибо. А коротко, о чем эта книга? Ой, Казим, тебе очень понравится. Эта книга «Пятая гора. Урок жизни, мудрости и целостности судьбы». Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. А есть такие нас. Давай здесь. Че, прям здесь? Ну да. Давай, в принципе. Че, готова? Да, давай. Всем советуем эту книгу, потому что эта книга – урок жизни, мудрости и целостности судьбы. Новогодние корпоративы по 2000 сомов собирать. Я понимаю, 2000 сомов так. Аселя, что ты делаешь? Ну что ты такой серьезный? Смотри, какая красота вокруг, а? Блин, Аселя, Джончик! Ну, Адилет, ну улыбнись, а? Ну, Новый год же скоро. Тему не меняй, Джончик. Ну, просто все стало таким однообразным. Вот в детстве помню, зима классная была. Сказочная, волшебная. И весело было. Слушай, а давай повеселимся, а? Как в детстве. Как в детстве? Угу. Давай. Теперь ты маешься! О, машина! Цепляйся за мной! Придурок! Эң башында, эгерде жаныңда ишенимдүү колдоо болсо, биринчи кадамды жасоо оңой. Эгерде ийгиликке ишенсе, рахат алуу оңой. Ал эми 15 жылдын ичинде эмне өзгөрүшү мүмкүн? Биринчи кадамдар ишенимдүү болуп калды. Кыял ишке ашууга жакындады. Ал эми банк мурдагыдай эле жаныңызда калды. Бай түшүм банкы. Ийгилик ишенген жерде болот. Да, выезжаем. Пацаны, а что, Counter-Strike удалили, что ли? Да вот, Мухай Windows переустанавливал. Да там Word не открывалась, умой. Сапер, поиграем? Здравствуйте, дорогие сотрудники. Здравия желаю, товарищ майор! Вы все в этом году работали хорошо. Именно поэтому у меня для вас всех есть подарки.
Да не простые подарки, а настоящие шпионские изобретения. Как у Джеймса Бонда. Именно поэтому, Абдыкалыков, вот эти часы с лазером тебе. Жанбеков, а вот эта ручка с дротиком со змеиным ядом тебе. Мухаев, а вот эти очки со встроенным инфракрасным датчиком тебе, ты можешь видеть сквозь стены. Так, подождите, товарищ мэр, это ж просто обычные очки. А это просто ручка. А это просто китайские часы. Ну так и вы просто участковые. Нафантазировали тут. Давай, давай, работайте, не отвлекайтесь. Они проснутся другими. Так как вчера произошло нечто. Сушняк. 1 января. О, сушняк. Смотрите во всех организмах страны. Да, проходите. Так, на что жалуетесь? Доктор, мне кажется, я простыл. У меня голова болит вот здесь вот. Горло, слабость. Может, что-нибудь посоветуете? Есть у меня одно средство. Таиландский синтепон. Теплый, защита до минус 15 градусов. 3 расцветках. У вас же вроде М-ка, да? Да. Доктор, но у меня голова болит. А, голова. Турецкая шапка. Корейская шапка. Самопошив. Вообще качество язык сам таскает. Ну, спасибо, доктор. Да за 16 тысяч спасибо не говорят. До свидания. Будьте здоровы. Че, как такое? Да вообще ужасно. Этот крест надоел уже, честно. Походу, 3-ю работу буду искать. Ты моей жене ту куртку оставил? Конечно. С тебя 10 тысяч. Давай хотя бы 8. Доктор Бахтбеков, вы на базаре имейте совесть. Доктор, я уже помыла голову. Хорошо, я сейчас подойду. Вам же только кончики подровнять. Да-да-да. Да-да, подождите немного. Я вот твоей жене всегда скидки делаю. Ой, ладно, давай за 8. Так бы и сразу, что ты? Коммерсант. Ну чё, кого-нибудь из них узнаешь? Не узнаю. Может, где-то пересекалась с ними. Может, где-то их видела. Нет. Не помню. Всем спасибо, все свободны. Да, можете идти. Скажи мне, пожалуйста, зачем ты вот этих джездешек, байкешек к нам на свадьбу приглашаешь, если ты их даже не знаешь? Ну, а сказала позови. Вот я и позвала.
подарок на Новый год. Дедушка Мороз купил на мои деньги. Шучу, я сам купил. Спасибо большое, пап. С Новым годом! Спасибо. Я люблю тебя, пап. Спасибо большое. Дорогая, я тебе не забыл. С Новым годом, любимая. Спасибо. Интересно, что ты тут мне подарил? Ты издеваешься? Подожди. А что это сыну? Пап, а я кто? Врач или полицейский? Признайся, Евгеньевна, учила? Выучила. Все экзамены сдала? Сдала. А мой экзамен по психологии не сдашь. Шучу, ты не билет. Билет номер 9. Психологические состояния семейной жизни, брак, отношения, предпосылки. Давай, слушаю тебя. Так называемый кризис в семье начинается с момента, когда мужчина перестает добиваться свою женщину и начинается период осложнения. Ты хотела сказать достижений. Нет, это уже устаревшая информация, взятая из советских учебников. И что самое интересное, в этот период, когда мужчина сам начинает действовать без каких-либо намеков. И поэтому я считаю, что не стоит огорчаться в этой ситуации, а просто стоит постараться идти вместе сквозь переживания и ваши проблемы. Поняла? Подождите. А вот что, если мой дорогой муж недостаточно времени мне уделяет? Ну да, я согласна, это проблема вашего супруга. Но если копнуть глубже, то я считаю, что это проблема и ваша, в том, что он не хочет вам уделять достаточного времени и внимания. Вот! Молодец! Молодец, Евгеньевна. Вот это я понимаю, знание предмета. Иди. 5. Спасибо. Тебе спасибо. Молодец. Вот. Гордый, а ты постоянно виноват. Уделяешь время. Ты тоже, между прочим, не молодец. В самом начале легко сделать первый шаг, если рядом надежная рука. Легко получить удовольствие, если верить в успех. А что может измениться за 15 лет? Первые шаги становятся уверенней, мечта становится ближе, а банк остается по-прежнему рядом. Банк Байтушюм. Успех там, где в него верят. И он ей вот так и сказал, представляешь? Сейчас, пожалуйста, секундочку. Дорогие друзья, можно, пожалуйста, буквально минуточку вашего внимания? Дело в том, что сегодня очень важный день для меня. Я хотел бы связать свою жизнь с этой девушкой. Дорогая Айджана, я очень сильно люблю тебя. Мы с тобой через многое прошли вместе, и я думаю, настало время задать самый главный вопрос. Ты выйдешь за меня замуж? Нет. Подожди, чего? Нет. Да, я согласна, дорогая. Я же говорю нет. Но мы же уже говорили об этом, что мы готовы к семейной жизни. Ну, просто это слишком как-то серьезно. Мы не можем просто так взять и пожениться. Ты хороший парень. Но я не думала, что у нас настолько все серьезно. Ты прости, но я не могу. Извините.
человека и так горе, а ты счет протягиваешь. Чё, ты наелась? Да, вообще-то классно. Я же говорил, стопудовый вариант. Ну ты у меня такой гений. Все, байки, можем ехать, 10-й микрорайон, поехали? Ты не верила. Почему ты не веришь? Грамматика 2, содержание 2. Ну, Марат! Амиров, что ты написал? Дорогой Дед Мороз, я хочу на Новый год игрушку Оптимус Прайма. Оптимус Прайма, двоечник. Молот как у Тора. Вообще-то в другом фильме. Грамматика 3, содержание 4. Амиров. Иванов. Дорогой Дед Мороз, в этот Новый год я хочу... Так, ага, чтобы весь класс умер. Кто? Иванов, Пашка. Ну что? Умер! Через Е пишется, вроде бы хороший мальчик. Ошибки такие грубые. Чтобы кого-то сбила машина. Через И машина. Повесился, запятая. Отравился. Ладно, грамматика 3, содержание 5. Я бы тоже так сделал. Шамшир. Я хочу на Новый год. Зичеля Films совместно с Худай Буверса Продакшн представляет. Для повышения уровня кыргызского кинематографа Союзом кинематографистов было решено снять настоящий фильм в американском стиле, но с коррективами, приемлемыми для кыргызской цензуры. От создателей фильма «Бухатико» и «Жали только девушки». Всем салам! Чё будешь? А чё есть? Пиво? Тогда мне 2 пива! Ща будет! Давай! Чтобы избежать пагубного влияния на молодежь, алкоголь в данном фильме заменен на мороженое. Новый молодежный фильм «Вечеринка». В связи с особенностями кыргызского менталитета, все постельные сцены в данном фильме были заменены на танцевальные. Нет, ты чё там дверь закрой давай, Братан! Ты же кет мой! Я не делал этого! Стой! Давай! Отойди! Из-за программы снижения насилия на телевидении все драки в фильме были заменены на обнимания. Смотрите во всех кинотеатрах страны. Все-таки Новый год для жителей Джарайт-Сити – это самый добрый праздник, который объединяет всех горожан и гостей города. Потому что именно в этот день улыбаются друг другу те, кто постоянно ругался. Выйдешь за меня замуж? Ведь под одним праздничным небом забываются и прощаются все обиды. С Новым годом, любимый Джарайт-Сити! Это Джарайт-Сити, о-о-о, Джарайт-Сити, о-о-о, Джарайт-Сити, о-о-о, Джарайт-Сити, Джарайт-Сити, Бухарин Джарайт-Сити, о-о-о, Джарайт-Сити, о-о-о, Джарайт-Сити, о-о-о, Джарайт-Сити, Джарайт-Сити, Не летят, ты мой город.
Город ритм не теряет, живут как хотят все. И пусть это тебя не удивляет здесь.